Kariyerdim bardığıyla cevap hazır. Nega javob yo'q? Kömür çıkarışıp aytat da. Nega? Yürüyorsun cevap dışarıdı. Niye olup çapkan bilmeyiz. Qayerdasan? O kişi ayda talaş bolup tatlı otat emi. Talaş için cevap koydu. В городе Ош цена на уголь за последние 2 недели резко выросла. Если ранее тонна угля стоила 4,5 тысячи сомов, то теперь ее продают по 6 тысяч сомов. Конкретного объяснения у торговцев нет. Если одни говорят, что усложнилась доставка, мол, в горах выпал снег и привезти уголь теперь сложнее, то другие заявляют, что карьеры закрыты. Водители грузовиков везут уголь из Чоңалая. Ждут своей очереди по нескольку дней. Везти далеко и сложно, солярки много уходит. Ремонт машин обходится дорого. Накидывают цену за счет этих расходов. Немного за свою работу добавляют. Я не сказал бы, что они накидывают слишком много. Стоимость, по которой отпускают на карьере, тоже не низкая. А их никто не контролирует. Теперь ближе к зиме еще больше подорожает. В городе Ош 9 торговых точек, где реализуют уголь. На них в данный момент топлива нет. Потому перекупщики на своих портерах пустые ждут очереди. Водители жалуются на дефицит угля. На карьере компании «Ошпирим» и «Кичи-Алай» торговли нет. Все закрыто. А они ведь являются самыми крупными компаниями по добыче угля. Есть и другие, мелкие карьеры, но они добывают всего по одной машине в день. Есть еще один небольшой карьер в Мурдаше. Но там, говорят, уровень воды поднялся, поэтому закрыли, пока откачают. Вот ждем, когда возобновят работу добытчики угля. В целом, по словам продавцов, уголь перестали продавать сразу 5 карьеров в Орской области. По некоторой информации, эти компании запасают уголь, чтобы оптом продавать в Узбекистан. И даже поговаривают, что областная администрация подписала некое соглашение с узбекской стороной о продаже 150 тысяч тонн угля. И это в то время, когда нет возможности покрыть внутренние потребности региона. О продаже угля в Узбекистан был разговор на весьма выгодных для нас условиях. Но о конкретных объемах экспортируемого угля речи пока не было. Это будет известно, когда будет подписываться договор. Но уголь мы им будем продавать после того, как обеспечим своих граждан. И поэтому неправильно связывать дефицит топлива с тем, что мы его еще только собираемся продавать в Узбекистан. Рост цен на уголь – это сезонное явление, и Госантимонопольное агентство эту ситуацию уже взялось контролировать. Предприниматели говорят, что с наступлением холодов уголь еще подорожает. За последние 2 недели цена на солярку выросла на 2 сома. Потому расходы у водителей на перевозку увеличились. Между тем, в Госантимонопольном комитете заверили, что рост цен будут сдерживать. Межведомственная комиссия должна будет контролировать ситуацию в течение 90 дней. Установим самую высокую цену с учетом всех расходов предпринимателей. Потом нами будет предложена оптимальная цена. В мэрии создадут комиссию, которая будет мониторить торговые точки, проводить рейды и контролировать цены. Ну а то, как будет проводиться контроль, это уже ответственность мэрии. Будет ли от этого контроля прок, пока неизвестно. Это будет зависеть прежде всего от добросовестности членов комиссии. Другой вопрос – будет ли что контролировать, когда на топ-базах пустые склады. Гульджан Алтмышбаева, Бекжан Туктусунов, НТС Ош.